Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является для нас самым наилучшим примером в счастливой жизни, как в этом мире, так и в следующем. Но часто мы, слушая советы пророка, наставления пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, выполняем их не полностью или отрывисто. Может, просто для галочки даже, можно сказать. И вот один из таких известных советов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это он учил нас, каждого из нас, приветствовать друг друга. Например, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, любил приветствовать, и он приветствовал настолько искренне, настолько полноценно, когда он говорил салям, он не просто поворачивал, боком протягивал руку, еще что-нибудь, а он смотрел в лицо человека, он улыбался, он всем своим телом, он открывался этому человеку, поворачивался полноценно к нему, и от него исходил нур, свет. Он по-настоящему желал человеку счастья, благополучия. И счастье не просто в этом мире, а в обоих мирах. Поэтому, когда иногда видишь людей, которые говорят: «Салам, алейкум ассалам», или «Привет», они друг друга приветствуют, но теряют саму милость и благодать от Всевышнего Аллаха Тааля, которая сокрыта в этом слове. Например, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Ля тадхулюль джанна хатта ту'мину». Вы не войдете в рай, не получите огромную благодать от Всевышнего, пока ваше сердце не заполнится любовью и верой, пока ваше сердце не заполнится полноценной верой. «Валя ту'мину хатта тахаббу». И вы не уверуете полноценно, ваше сердце не будет полноценно заполнено любовью, именно верой ко Всевышнему Аллаху Тааля, пока вы не полюбите друг друга, не полюбите Аллаха Тааля, не полюбите его пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тут делает остановку и спрашивает у своих учеников: «Афаля адуллюкум аля шейин ин фаальтумуху тахаббабтум». Хотите, я вас научу, обучу тому действию, которое, полноценно выполняя, вы сможете ощутить эту любовь, ощутить внутреннюю заполненность. Сахабы, конечно, ответили: «Да, я Расулуллах, мы, конечно же, желаем узнать, что же это за секрет такой, который откроет нам столько своих милостей». На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Афшу саляма байнакум». Распространяйте слова «Ассаляму алейкум», или продолжение «Ва рахматуллахи ва баракатуху ва джаннатуху ва магфиратуху». Некоторые сахабы, ученики пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, добавляли. И когда мы желаем кому-то салям, мир тебе, не просто мир, ассаляму алейкум, или приветствуем мы кого-то, а мы желаем молитвы, чтобы человек получил мир как духовный, так и внешний, материальный мир, чтобы его заполнило абсолютное спокойствие, умиротворение и духовность. И в дальнейшем как раз очень важно понимать, что как раз сахабы, они не просто услышали: ладно, хорошо, отлично. Они очень любили это действие. Описывается, например, когда два сахаби, ученика пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, шли по дороге, и между ними, например, какой-то столб или какое-то дерево, оно проходило между ними, то есть оставалось между ними. И тут же они друг другу стремились еще раз сказать «Ассаляму алейкум». Например, заходили в одну комнату, выходили в другую комнату, и опять они давали друг другу салям. Они любили давать друг другу вот именно этот подарок в виде молитвы. Подарок счастья, подарок благословения, как в этом мире, так и в следующем. Давайте, дорогие друзья, будем использовать советы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ведь поистине в хадисе говорится: если вы будете использовать те советы, те пути счастья, или такие лайфхаки счастья, можно сказать, я так перефразирую, которыми нас научил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то мы непременно будем счастливы в обоих мирах. Мы окажемся из числа тех счастливых людей, которые оказались в милости Творца, иншаллах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.